Жашоо күтүлбөгөн сыноолорго бай. Мына ошондой күтүлбөгөн окуялар адамдардын бири-бирине болгон мамилесин өзгөртүп салат. Өзүңүз күтпөгөн жерден жакшылык көрүшүңүз же башкаларга мээрим беришиңиз мүмкүн. Кыргызстандыктар аудио подкастынын бүгүнкү каарманы да пандемияда үйдө отуруп калат. Ошол маалда терезеден ысык чаң абада иштеп жаткан адамдарды көрүп, аларга жакшылык кылууну каалайт да максатын ишке ашырат. Вначале здравствуйте, меня зовут Майя, мне 25 лет, у меня вот есть 2 ребеночка. В целом социальные проекты начинаются не специально, мы что-либо не планировали, просто именно перед карантином начался наш первый проект по раздаче маскам для сотрудников Тазалык, потому что, будучи когда мы сидели дома, я всегда выглядывала с окна и видела, как сотрудники Тазалык подметали и дышали этим нечистым воздухом без масок. А мы были защищены, мы сидели дома. И в тот момент я тоже не могла молчать. Все это загрузила в социальные сети. И мы начали сбор денежных средств. Когда сбор уже закончился, нам очень сильно помогла компания Дармек Фарм, потому что на тот период именно масок в городе не было. Даже когда раньше одна маска стоила 5 сомов, то на тот период она начала стоить 20 сомов. И именно эта компания, пускай это будет рекламой даже для них, Дармек Фарм нам выделили и 200 бесплатных масок, и всегда нам помогали доставать. И в Ошентип мы раздали больше 1000 масок только сотрудникам Тазалык. Я сама маркетолог. Очень долго, уже 6 лет работаю маркетологом в разных компаниях, в разных проектах. Ну и сейчас я в декрете с этими мальчиками. У меня еще есть старший сын, но он в садике. Сама я сейчас в декрете и занимаюсь СММ-проектами. У меня есть 5 организаций, которые я веду. У нас небольшая команда, есть девочка-дизайнер, есть копирайтер, который пишет тексты. Мы командно работаем. И в период пандемии нас тоже это коснулось, потому что очень многие клиенты не могли работать, не могли оплачивать за свои проекты. Это нас тоже коснулось, и поэтому, пока у меня был период свободного времени, мы занимались таким социальным проектом. И вообще в целом у меня второе мое высшее образование – это соцработник. Я душой, наверное, свои... Это мне близко. Почему-то помогать людям все равно. Мы должны, как мусульмане и вообще в целом, мы должны друг другу помогать. Когда... Потом мы занялись помощью нуждающимся. Я тоже также открыла сбор через Эльсом кошелек, все это в открытую показывала, кто сколько вложил. Мы провели потом контрольный закуп с магазином Фрунзе. Второй проект начался именно в сильный старт пандемии, когда уже люди не могли выходить даже продукты покупать. Мы совместно с магазином Фрунзе, они нам тоже чуть оказали помощь. Я со своей стороны открыла сбор средств на Эльсом кошелек. Мы сделали контрольный закуп. Также еще компания на тот момент Винвильдан. Это сметана, молоко. Они нам тоже помогли с продуктами. И мы ездили прям к людям, которые в действительности нуждались. Мне в Инстаграме отправляли прям контакты, адреса, фотографии. Нуждающие, да? Да. Очень много кадров. Это прям было зрелищем не для слабонервных. Потому что были такие дома, где в действительности даже не было хлеба. Мы тоже сидели на карантине, мы тоже сидели дома, может быть, кто-то тоже нуждался, но мы не были в таких сложных ситуациях, как были такие люди. И я на тот период была беременна им. Честно, в какой-то момент я даже не могла ходить к этим людям, я дальше продолжала собирать, покупать. Мой муж уже ездил
и раздавал. Пару раз мы даже попадали в такие ситуации, что нас не пропускали через блокпосты. Уже такой период начался. Один раз муж застрял на блокпосте, и после этого мы уже остановили все. Но плюс-минус мы тогда помогли больше 30 семьям. И дальше, у меня уже был 8-й месяц беременности, я больше сидела дома, но у меня были те девочки, которые дальше продолжали ездить по этим семьям. К примеру, покупали себе продукты, могли купить продукты и этим же людям, которым до этого ездили, тоже завозили. Ну, я поняла одно, что мир не без добрых людей, и именно мы, кыргызстанцы, мы держимся друг на друге, помогая друг другу. Мы как одна такая большая семья, которые всегда друг с другом. Может быть, нам не всегда помогало наше государство, но то, что мы есть друг у друга, это уже такое большое богатство. Да, на тот момент, оказывается, все начинаешь оценивать, когда все уже позади. Конечно, было страшно. Были моменты, когда я даже начинаешь чихать и сразу думаешь, а вдруг я заразилась. Но в любом случае в добрых делах всегда помогает Бог Всевышний. Мне кажется, Он всегда был рядом, Он даже оберегал. Ребенка, слава Богу, родила здорового, все с нами хорошо. Вот. Но добрые дела делать надо. Это однозначно. Алып барган жерлериңизде мисалы элдердин көз караштары кандай болгон дейм да, мындай өзүңүз кандай мындай сезим сезгенсиз, элдер сизге кандай көз карашта болгон, ошол жөнүндө айтыңыз. Если честно, то люди, они, знаете, были в потерянности. К примеру, я заходила в такие дома, где даже было такое, что там нету дома. Там были такие места, где люди жили в гаражах, оттуда тоже выходили дети. И это очень страшно, что, может быть, там, наверное, тоже в этих домах были кормильцы, они, наверное, один день работали, что-то зарабатывали и приносили. А вы представляете, в такой период, когда все сидели дома, у нас, к примеру, такие работы, что социально мы защищены. У нас есть работодатели, которые могли оплачивать вперед, помогать, а у именно социально незащищенного слоя населения им было сложно. И мне было страшно, когда я заходила. Мне было очень страшно за людей, потому что до этого я не знала, что такое вообще возможно. И больше всего страшно за детей, которые вот живут в таких условиях. Конечно, хотелось бы лучшего, конечно, хочется помогать на постоянной основе, но и в целом хотелось бы, чтобы государство им помогало. После этого мы даже несколько раз написали по поводу одного дома. Там прям в действительности не было дома. И после этого, насколько я знаю, были люди, которые помогли им построить хоть какую-то комнату. Вот такие моменты были. Но еще я столкнулась с таким, что мы же информацию брали от первоисточников, то есть нам писали, что этот человек нуждается, и мы туда ехали. Также мы сталкивались с таким, что мы приезжали в такое место, где люди совсем не нуждались. То есть был и такой слой населения, который пытался на этом нажиться. Но мы такие заходим с пакетами туда, в ожидании того, чтобы передать это все. И я была иногда удивлена. Как бы уже же назад не выйдешь с пакетами и не скажешь, извините, вы не нуждаетесь, это не вам. Но смотря какой дом, как там люди живут, было тоже как-то очень странно. Такие люди, оказывается, тоже есть. Жардам бергениңизде эмнелерди алып баргансыз, анан жаныңыздан кошконсузбу, кандай ошо эл сомго эле түшкөн акчаларды эле тараткансызбы? Нет, мы сами добавляли, мои родители добавляли, мужа, знакомые. Но основная сумма собиралась, кстати, через Эльсом, да. Там кто-то 20 сомов вложил, кто-то 50 сомов, кто-то 1000 сомов вложил. И мы прям собирали пакеты с хорошими продуктами, хорошее масло, картошка, лук. Плюс мы еще ложили там чуть печеньки, халву, то есть сладкое это тоже хочется. Там муку, масло, это понятно, нужно, но мы старались еще и что-то там купить сладенькое, потому что, каждый человек хочет вкусно покушать. Что-то постарались деткам
захватить. И большую часть я, конечно, хотела бы, да, поблагодарить вот так вот в открытую. Это своим друзьям. Очень много моих подруг мне помогало. Я попросила сегодня прийти, но сегодня рабочий день, и никто не смог выбраться. Но у меня были подруги, которые со мной были от начала до конца, которые помогали там развозить продукты, которые помогали там маски в свое время раздавать. И вот. Бардык жерлерге мисалы блокпосттор коюлган эле. Ооба. Кантип өткөнсүңөр ошону? Мисалы жарандарды, жөнөкөй жарандарды өткөрбөгөнбү? Ооба, первое время мы говорили, что мы вот такая была группа, я не помню, как она называется, как волонтеры. Мы говорили, что мы с этой группой, и нас пропускали. Но в какой-то период они просто запретили и волонтерам ездить. Вот когда мы уже попали в тот момент, когда был страшный запрет, мы уже перестали ездить. Потому что один раз просто посередине улицы, вот где Фуркат, после Фурката у меня муж застрял, потом на этом же блокпосте застряла моя подруга, ее зовут Рушана, со своим папой и братом. И мне уже просто стало страшно за людей, как бы, представляете, вот так можно остаться на улице. И никто за тебя ответственности ведь не несет. После этого наши, скажем так, добрые дела закончились. Большая часть развозилась за город. Это места, как пригород вот, Фурката, что-то отвозилось, очень много таких людей на Кирпичном было, где именно новостройки. Вот. А так и по городу, которые живут одни, у которых нету детей. Вот таких одиноких бабушек, оказывается, много в той стороне. Вот. На юго-восток мы прям много раз ездили. Сиздер кыргызстандыктар аудио подкастын тыңдадыңыз. Кийинки берүүбүздө беришен инсандар тууралуу сөз кылууну улантабыз. Бизден алыстабаңыз. Дүйнөдө жакшы адамдар бар экен, ар кандай сынооду жеңип өткөнгө болот. Ушундай кыйын кырдаалда бири-бирин колдогон бул биздин кыргызстандыктар.